Akşam hayır olsun. Hoş geldiniz İçoban kanalına. Bizim akşam efirimize. Bu akşam sizinle ben İlya Karaseni. İçoban kanalında, TikTok'ta, YouTube'da, Facebook'ta hem Instagram'da. Bu akşam biz edeceğiz sizinle pek meraklı temaya. Şaşılacak faktlar Библия için. Киатлары için. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на канал Ичобан Добрый Пастух. Сегодня в онлайн-эфире с вами я, Илья Карасеин, в ТикТоке, Инстаграме, Фейсбуке и Ютубе. И сегодня мы будем говорить на интереснейшую и очень глубокую тему. Шокирующие факты о Библии, о книге книг, об этой древнейшей, мудрейшей книге, которая повлияла на все человечество, особенно на европейский континент и на весь западный и восточный мир. И мир без Библии не был бы таким миром, каким мы его знаем. Эта книга повлияла колоссальным образом на всю историю человечества и продолжает влиять на нас вне зависимости от того, верим мы ей или нет, читаем мы ее или нет. Такие фундаментальные вещи в нашем мышлении, в нашей психологии сформировала именно эта книга, друзья. Многие даже об этом не догадываются, цитируют ее, живут по ней и вообще мерят понятие добра и зла, основываясь на этой книге. Sevgili dostlar, biz bu akşam edeceğiz Biblia içi. Bu kıyat o kadardan kavi, o kadardan çok yetki yaptı bütün Avrupa'nın dünya sivilizasyasına. Hani çoğu insanlar kim hiç okumayırlar da bu kıyada Biblia'yı hiç yerlerinde de tutmadılar. Onlar düşünürler çok işleri yölen nice yazılı Biblia'da zere kültüraya, moral tarafına bu kıyat pek büyük baskı yaptı. Дорогие друзья, пожалуйста, мы проводим небольшой онлайн-опрос. Напишите, есть ли у вас дома Библия или ее нету. Напишите, пожалуйста. У кого есть дома Библия, поставьте плюсик. У кого нет дома Библии, не ставьте плюсик. Поставьте минус. И мы проверим. Так, тут пошли небольшие комментарии. Ну, давайте их сразу же зачитаю, а затем мы погрузимся в нашу интересную тему. В Инстаграме нас приветствуют, в ТикТоке задают самый интересный вопрос, который всех волнует. Валентина Молдова. Вера у вас какая? Вера у вас какая? Вера, надежда и любовь. Вера христианская. И сегодня мы говорим о этой книге. Я не просто говорю о ней как учитель литературы и филолог, но я говорю о ней как верующий в нее человек и стремящийся жить по ней. Вера христианская, евангельская, библейская. Сейчас, секундочку, мы поделимся кое-чем. Вот многие пишут, да, плюсы. У многих есть, вижу. Сохрани, пожалуйста, эфир, у нас просят. Если у вас есть еще какие-то вопросы относительно нашей сегодняшней темы, то можете писать. Sevgili dostlar, kimde var evinizde Biblia, var nece koyarsınız plus. Kimde yok Biblia, koymayın plus. В Инстаграме пишут, что пропал звук. Пожалуйста, кто смотрит в Инстаграме, еще подтвердите, слышите вы или нет. Если не слышите, то мы заново перезапустим в Инстаграме стрим. Сейчас я поделюсь еще в одном месте эфиром. Ага. Нас слышно в Инстаграме. Отлично. Одну секунду. Поделимся нашим стримом Ичобан на моей личной странице, чтобы друзья тоже могли видеть. И продолжим тему. Окей. Şimdi Валентина пишет, Библия моя любимая.
такой стих, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Doğru. Valentina var önce görersiniz biz değil çoktan yaptık bir kısa video tamam bu tema için de orada pek çok komentarий oldu, pek çok insanlar beğenmişler bu темой. Итак, друзья, христиане считают эту книгу Словом Божьим, священным писанием, верят всему, что в ней написано, стараются читать ежедневно и жить по ней. Hristiyanlar inanırlar bu kağıda, savaşırlar yaşama, öyle nice onda yazılı. İnanırlar hani bu halis Allah'ın lafı. Müslümanlar İncil'e hem eski bağlantıya Tevrat hem mezmurlar hem Zebur Türkçe ona derler hem İncil Evangeliye derler. Onlar inanırlar hani bu Allah'ın lafı ama çoğu Müslümanlar söylerler. Hani onu değiştirmişler de ona yokunca pek инанмай, güvenme. Мусульмане также очень уважительно относятся к Священному Писанию, к Новому Завету, к Ветхому Завету, псалмам и так дальше. Но многие мусульмане утверждают, что Библию поменяли, и поэтому ей нельзя полностью верить. Буддисты относят Библию к тому же ряду, что и остальные интересные философские религиозные книги. То есть у них в одном ряду стоят Упанишаты, Коран, Библия и другие разные влиятельные религиозные книги. Атеисты отвергают, что это Слово Божие. Они говорят, что ее там написали какие-то мудрецы, чтобы контролировать людей, управлять людьми, там, влиять на психологию и так дальше. То есть, если бы не было Библии, нужно было придумать что-то другое. Это вот такое мнение атеистов. Итак, эта книга такая, что она вынуждает человека сформировать свое отношение к ней. Она не оставляет нас безразличными. Ты должен сказать свою позицию о ней. Библия pek meraklı yazarı insanlar yok ince brasınlar bu temaya da hiç düşünmesinler onun için. Debisler tıkanı Budistler koyarlar Biblia'yı bir sıraya başka kağıtlarlar. Upanishad'la, Kur'an'la başka işlerle. Ateistler sayarlar hani bu dil Allah'ın lafı, onlar Allah'a da inanmıyorlar derler hani onu yazdı insanlar çıkarttılar. Filosoflar insanları kontrol etmediğini bilmeyelim ne. Но несмотря на разные отношения к Библии, от глубочайшего почтения до пренебрежения, Библия была и остается самой влиятельной книгой в истории всего человечества. Во-первых, эта книга входит в книгу рекордов Гиннесса целых 3 раза. Знаете почему? Может быть, кто-то из вас предположит. По каким критериям Библия 3 раза вошла в книгу рекордов Гиннесса? Библия 3 kere Biblia'yı yazılı Guinness rekordu kağıdında varınca yazasınız sizin şüphelerinizi bu iş için. Ne için hem nice. Varsaydı size ideya. İlk, bu kağıdı hem çok çevirdiler dünya dillerine. İkinci, bu hem ilk tiparlanmış kağıt Gutenberg'in makinesinde. Hem üçüncü, bu kağıt var hem çok bu kağıttan kopya var bütün dünyada. Итак, книга входит в книгу, Библия входит в книгу рекордов Гиннесса по 3 пунктам. Первое, это самая переводимая книга в мире. То есть на самое большое количество языков в мире, народов, племен, народностей, этносов перевели именно Библию и никакую другую книгу. Второй факт, это то, что Библия это самая первая напечатанная на печатном станке книга. Станок Гутенберга, 16 век, и первой книгой напечатанной была именно Библия. И третий факт, это больше всего напечатанных книг в мире, это Библии. Именно копии, да? Если мы соберем все книги и разложим их по
по полочкам, вот все Библии в одну полку, остальные там книги Льва Толстого в другую, книги Достоевского в третью, книги какого-нибудь гагаузского историка в четвертую, то мы увидим, что Библия будет, полка с Библией будет самой высокой. Это очень интересно. И несмотря на это, атаки на Библию продолжались и будут продолжаться. И есть уже 2000 лет, как собран весь библейский канон. Например, практически все диктаторские режимы в истории были против Библии и ограничивали ее издание, продажи, покупку, изучение. До сих пор есть страны, в которых за хранение и чтение Библии будет тюремный срок. Кроме этого, ее часто пытались подвергнуть сомнению, пытались нивелировать ее значение от физического, да, как мы говорили, до морального, то есть были интеллектуальные попытки, и есть, и будут от атеистов, скептиков и других дискредитировать эту книгу, внушить сомнения, попытки найти в ней противоречия и так дальше. Но эта книга выстояла и выстоит любые нападки на нее. До тех пор, пока будет человечество, эта книга останется, и она будет влиять на людей. Потому что это Слово Божие, и Бог сохранит свое Слово. Есть очень много доказательств, подтверждающих то, что Библии можно верить. Что это действительно правдивая книга. Есть целый раздел в богословии, называется апологетика. Это наука, занимающаяся защитой христианских постулатов, веры и Библии. И вот можете про это почитать. Есть очень много доказательств. Например, исторические доказательства. Практически все исторические события, описанные в Библии, а там описано очень много исторических периодов, событий, Древний Египет, история израильского народа, Персия, Мидия, Сирия, Рим. И все это подтверждается сторонними историческими источниками. Ну, например, Иосиф Флавий, Тацит и другие. Были даже часто курьезные случаи, когда о каком-то историческом периоде не было исторических документов других, но только в Библии было. Историки начинали это подвергать сомнению. И затем находились археологические доказательства, литературные источники, которые подтверждали Библию. Также очень много научных доказательств истинности Библии. Например, в Библии указано еще много тысяч лет назад, что Земля — это шар, что она шарообразная, что она висит ни на чем. В книге Иова также сказано очень много о теле человека, о клетках, о крови, о природе, о структуре Вселенной, о звезд. Еще задолго до зарождения современной науки в этой книге эти вещи уже были высказаны и написаны. Это научный документ, доказательства. Есть также пророчества, которые сбылись. Очень-очень много пророчеств в истории израильского народа. И самый главный аргумент — это измененные жизни людей, которые читают эту книгу. Ни одна книга не способна поменять сердце, мысли, характер человека так, как эта книга. Кстати, интересный факт, что во многих школах запрещено чтение и преподавание Библии,
Зато в тюрьмах чтение Библии разрешено. Один мудрый человек сказал, если бы разрешали преподавать и читать Библию детям в школе, то она бы им не понадобилась в тюрьме. Знаете, чем отличаются моральные поучения, даже если смотреть только на этику библейскую, моральные поучения Библии от законов, которые есть в стране? То, что закон может контролировать и пытается создать подобие порядка только внешнее. Ну, например, за воровство есть наказание, да? Тюрьма, штраф и так дальше. Но ведь воровство это лишь следствие того, что произошло до самого факта воровства. Все это происходило в уме человека. Появилась зависть, он это культивировал, он это планировал, он об этом думал, он впустил эту мысль, он сжился с этой мыслью, он оправдал себя, свой собственный поступок, потому что совесть его же ведь останавливала, осуждала перед этим, но он убедил себя, что это нормально, и затем он сделал этот поступок. И теперь Библия, она искореняет вот это зло, даже если мы смотрим только как на этический документ. Библия искореняет это зло уже не как закон в исполнившейся внешней форме реализованный, но еще на уровне мыслей и мотивов. Потому что Бог работает с человеком не законами и заповедями в новозаветнее время, а благодатью, любовью, изменением сердца. Христос говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. И также Иисус говорит, главная заповедь, возлюби Бога, возлюби ближнего. С этих двух вещей начинается изменение жизни и трансформация сознания. Потому что любовь к Богу это колоссальное. Ты не можешь это измерить и организовать это конкретными законами. Это отношение с Всевышним. Это интересно. И все эти вещи не описаны в Библии. Зачитаем несколько комментариев, сделаем паузу в нашей короткой лекции о шокирующих фактах Библии. И постараемся прочитать комментарии и ответить на них. Если у вас есть какие-то комментарии, мысли, замечания или вопросы, пожалуйста. Sevgili dostlar, biz bu akşam laf ederiz Bibliya için hem ne yetki Bibliya yaptı bizim yaşamımıza, kulturumuza hem ne meraklı faktlar Bibliya için biz biliriz. Biz laf ettik hani Biblia'ya karşı giderdiler türlü vakitler, türlü insanlar, diktatör rejimleri her zaman karşı giderdiler. Biblia'ya istemerdiler insanlar rahat okusunlar bu kağıdı düşünsünler. Allah için inansınlar nice Biblia'da yazılı. Bugünkü günde var öyle yerler, öyle memleketler nerede Biblia varsa senin evde okuyarsın onu seni varınca kapasınlar kapana. Olacak problemin. Ama Biblia'ya varınca inanma. Bu halis Allah'ın lafı. Çok var argument var. Apologetika öyle bir bilim alanı. O ne yapar apologetika? O koruyar inanı. Argument verir. Niçin? Allah'ın lafı Biblia hem Hristiyan inanı halis doğru. Varınca okuyasınız daha çok. Bunun için başka kağıtlarda da. Ama var çok argument hani varınca inanma Biblia. O historia argumentı. Zere çok işler hani oldu Biblia'da, historiada. Onlar başka avtorlarla kim Biblia'da yok. Başka insanlarla hep yazılardı. Tacit, Yosif Flavi hem başkası. Sonra var bilim argumentları. Biblia'da binlerce yıl ta bilim gelişmeden bu kadar adam binlerce yıl ta ileri Biblia'da yazılıydı hani Allah astı bu yeryüzünü hiçbir şeycikte. Boşlukta. Hem yazılı hani bu yer tombarlak hem böyle şar gibi. Bu işler hepsi yazılıydı Biblia'da binlerce yıl ileri. Hem çok başka bilim faktları. Bu Allah'ın lafı. İnsanlar onu yoktunca çıkartsınlar. Var çok bilim faktları var. Prorokluklar hani oldular artık.
İsrail'in historiasında hem büyük argüman benim için hem her bir insan için de. O hani bu kağıt değiştirdi hem değiştirecek de milyonlarca insanların yaşamalarını. Bu kağıt. Başka hiçbir kağıt böyle iş yapamıyor. Aileleri, fikirleri, canları değiştirir. Yaklaştırır Allah'a. Verir bize bilgi onun için. Hem Biblia'nın kırmızı ipi o İsus Hristos. Allah'ın oğlu. Kim geldi bu yeryüzüne. Ölмя bizim için кручада. Kurtarma дейін bize. И, конечно же, главная мысль всей Библии, всей этой большой интересной книги, это то, что главная мысль Библии, красная нить ее, это то, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю, чтобы взять на себя грехи людей, умереть на кресте, воскреснуть на третий день и дать нам надежду спасения в раю и воскресения. Это предложение, это главная мысль всей книги Библии. Эти 1000 страниц я суммировал в одном предложении. Кстати, очень интересно, что есть такая специальная библейская бумага. Если вы держали когда-то в руках Библию, то вы удивлялись, наверное, насколько тоненькие у нее страницы. Это специальная библейская бумага. Потому что если бы у Библии была обычная бумага, вот когда в блокнотах, в других книгах, такая, то есть плотнее, толще, то Библия была бы вот такущей, толстенной, большущей книгой. Но для того, чтобы все-таки уместить Библию в такой комфортный формат обычной книги, и в то же время, чтобы странички не рвались легко и не были прозрачными, изобрели специальную библейскую бумагу, и у нее есть особый состав. Но мы слегка отвлеклись. Я обещал зачитать комментарии, постараться на них ответить. Юсер нам пишет в ТикТоке, что Библия призывает к насилию. Это неверно, драгоценный мой. Если ты прочел всю Библию, и Ветхий, и Новый Завет, и действительно уловил ее суть, то ты увидишь, что она совсем не призывает к насилию. Да, есть элементы насилия в Ветхом Завете, в истории израильского народа, ты прав, но ведь мы воспринимаем эту Библию не просто как открыл, ткнул пальцем, что тут написано, то делаю. Нет, это, конечно, ошибка. Мы воспринимаем всю книгу в контексте. Есть вещи, которые были только для евреев, есть вещи, которые для всего мира и для христиан. Ну, в частности, Христос сам пострадал, над ним совершили насилие, но он не защищался, он не отвечал злом за зло. И Петру, своему ученику, который пытался защитить Иисуса, чтобы его не арестовали и не распяли, и вытащил свой меч и отрезал ухо одному из солдат, Иисус сказал: вложи меч в ножны. Путь Христа и христиан — это не меч и насилие, это любовь и прощение. Библия — это книга любви. Несмотря на определенные исторические моменты, которые, да, были и есть в Библии. Но ее нужно воспринимать в целом, а не вырвав стих из контекста. Саша пишет: Илюша, в Библии земля не шар. Ну а что же оно, дорогой? Мы можем процитировать книгу из Иова. Да, там говорится: круг земной, круг в оригинале. В еврейском языке слово круг и шар — это одно и то же слово. Эквилибриум решил нас уведомить. Прежде чем отписаться, он написал: я от вас отписываюсь. Ну что ж, это выбор каждого. Замахай Ролсон нейсляки анадерсенс беляюнемли конула ричин вика сал. Вот так. Кто-то благодарит за интересную описанную тему, кто-то отписывается и хлопает дверью образно. Жизнь. Yaşamak. Varsa sorularını sorun. Ben okuyacağım birkaç komentari. Bitirince bizim efirimizi. Hem çok комментарии bizde TikTok'taydı, Instagram'da, YouTube'da hem Facebook'ta taz bizi seyreder bu akşam çok kişi, aşağı yukarı bizi seyreder 30-40 kişi her yerden toplam da biz
bizim akşam efirimizi Çoban kanalında bitiririz. Bu akşam bizle verdik Библияның баш темасы için. Сегодня, дорогие друзья, мы говорили о шокирующих фактах из Библии. И также я упомянул вкратце главную библейскую мысль в одном предложении. Если сделать выжимку, то это Иисус Христос Спаситель. Мы говорили об разном отношении к книге Библии, об атаках на Библию, о исторических, научных и пророческих подтверждениях о истинности Библии и о аргументе измененных жизней. Sevgili dostlar, sizde evde yoksaydı Bibli ama siz isterseydiniz sizde olsun böyle bir kağıt yazın bize. Bu kağıtlardan var bütün dünyada hem çok kopya. Sizde de lam olsun bir. Ama değil sadece olsun evinizde. Kendi fakt hani o var o size hiçbir şey vermiyor. Ama açan okuyarsın da fikrini açarsın ya da o zaman o başlar değiştirme senin yaşamanı. Гея онлайн фото bize yazar Instagram'da sormuş. Если жизнь по-человечески, Бог может принять нас в рай. Если жить по-человечески, то есть жить по-доброму, быть хорошим человеком, может ли Бог принять нас в рай? Друзья, несмотря на то, что многие живут хорошо и правильно ведут себя, однако у каждого есть грехи. У каждого есть множество грехов. В суд, в полицию нас вызывают, чтобы наказать за то, что мы сделали. Вот представьте, что вы нарушили какой-то закон, и вас судят за это, и вы говорите судье: да, я нарушил этот закон, верно, но я до этого же не нарушал другие законы, поэтому те, что я не нарушал, пусть перекроют этот один нарушенный. Вам что судья скажет? Помолчите, мы наказываем вас и судим за нарушенный закон, а за те исполненные нету ни наказания, ни похвалы. Да? Точно так же и с грехом. Да, много добрых дел, прекрасно, но грехи тянут в ад. У каждого есть грехи. Даже мы рождаемся в грехах, в Библии написано: во грехах родила меня мать моя, пишет псалмопевец. Поэтому нужен Христос, нужно прощение, нужно покаяние. Каждый честный человек знает, что он грешник. Он большущий грешник в мыслях, в словах, в делах. Мы несовершенны, мы греховны. Мы не соответствуем Божьему идеалу. Нам нужен Он, нам нужен небесный адвокат, Спаситель, Очиститель. Иисус Христос. Его жертва на кресте. Только это. Единственный ответ. Об этом говорит Библия. Иван нам пишет в Фейсбуке: Христос dirildi, selam Kongaşık'tan. Selam Ivan, selam dostum. Sana da selam şimdi. Komrat'tan aramızda sadece 7 километра. Akın'a dirildi. Что ж, друзья, на этом я вижу, что комментарии заканчиваются. Энеми нам ответил, я подарок скинул. Спасибо, дорогой. Спасибо за ваши вопросы. На этом мы заканчиваем наш эфир. Христос dirildi, Akın'a dirildi. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос а инвиат, адеврат а инвиат.